разыскивается мусульманин, мертвый или живой, он очень опасен. Иудей может отращивать бороду с тем, чтобы практиковать религию. Но если то же самое сделает мусульманин, то его назовут экстремистом и террористом. Монахиня может покрывать себя с головы до ног в знак посвящения себя Богу, не так ли? Но если то же самое делает мусульманка, почему ее сразу считают униженной? Любая студентка может пойти в университет, одевшись во все, что она пожелает, полагая на свободу и право. Но если она оденет хиджаб, ее не запустят на территорию университета. Если западная женщина остается дома и воспитывает детей, ее уважают, так как она жертвует собой ради семьи. Но если то же самое делает мусульманка, почему ее считают униженной? Почему? Когда иудей или христианин кого-то убивает, его религия не упоминается. Но когда мусульманин обвинен в преступлении, судебный процесс идет над исламом. Когда кто-то жертвует собой, спасая жизнь другим, он становится героем, и каждый уважает его. Но когда палестинец поступает так же, спасая свою семью, дом, на него вешают ярлык террориста. Почему? Потому что он мусульманин. Если хочешь искоренить несправедливость, передай это послание всем, кого ты знаешь.